Сейчас проблематика горнолыжного будущего такая. До Вуктыла 200 километров дорог общего пользования, которую в планах довести, цитата, до очень хорошего состояния. Дальше дорога в сторону Урала и Ханты-Мансийского округа, ведомственная, принадлежащая «Газпрому» для обслуживания газопровода. Благодаря газовикам сейчас это вполне проезжая трасса, даже для легковых авто. Горнолыжная история, значит, повторюсь, мы готовы ей заниматься, я даже там на уровне Алексея Борисовича готов эту тему поднимать, значит. Вы вкладываться прям готовы? Я не готов вкладываться. Ну, я понимаю, компания. Да, значит, я готов над этим работать, как говорится, чтобы убедить Алексея Борисовича это сделать. До сих пор у нас получалось. Вот, детский парк, который мы открывали, набережная газовиков, которые сегодня проезжали, это опять же мы готовили эти проекты, лично я этим занимался, но Алексея Борисовича в этом убедили. Если будет вот такой вот действительно очень серьезный проект для республики, и вот именно в горах, я на 100% уверен, что он поддержит. Саму идею исполняющей обязанности главы поддержал, но вот ее реализация пока инфраструктурный вопрос, который может растянуться минимум на 3 года. Где-то это должны быть домики для ночлега в горах, где-то возможности для сплава, а где-то и грязи. Все эти моменты вполне реализуемы, но требуют именно проработанного подхода. Вам нужно понятнее транспортную логистику прорисовать, откуда вы людей сюда забираете и какой потенциальный поток с учетом допустимой нагрузки. Тут вам УБТ помогут рассчитать, сколько. Это же потому, что вам надо туалеты по дороге, заправки по дороге, где остановиться, где покушать. Это очень непростая история. Поэтому вам вот чем детальнее вы проработаете маршрут, сел и приехал, доехал до места назначения, и что по дороге ты получил, что есть, чего нет, тем вы сами лучше поймете объемы средств, которые потребуются, и потенциально участников, которые могут быть. Горнолыжная зона Вуктыла, заметим, это часть проекта «Девственный лесокоми». Туристский кластер включает в себя также плато Мань-Попунер в Тульско-Печорском районе и базу «Желанная» в Винтинском. Но эти маршруты, несмотря на свою популярность, ограничены из-за прохождения через территории парков и заповедников. Рекреационная нагрузка в них лимитирована, в отличие от вуктыльского направления. Федеральная Минэкология попросила наш Минкульт учитывать это. Если это будет кусковщина, то это будет теория завышенных ожиданий, когда турист приедет на одно, увидя красивую картинку, Слушайте, не рассказывайте вы ему, что вы делаете там горнолыжку, я еще раз говорю. Но не получит качественной отдачи. Вы через 10 лет только их привезете на то, что вы планируете, не раньше. Вот эти 3 класса. А надо их просто поступательно, абсолютно точно. Итак, республике рекомендовано начать развитие трехмерного кластера с малого, завести группы туристов с Великого Устюга и Лабытнанги и на них обкатать все возникающие погрешности. А еще обсуждать эту историю с населением, проработать потенциальных инвесторов и приготовиться к реализации за первый этап сразу 80% всех усилий. Исполняющий обязанности главы пообещал учитывать мнение населения и, конечно, цитата, «не беспокоить священные места». Экобаланс республики не должен от столь грандиозных планов быть нарушен. Вот сейчас то, что вы сказали, посмотреть с Устюга, то есть этого не было, это вот я им сейчас еще эту изюминку тоже сброшу, и там авиационный, железнодорожный, потому что железка тоже очень многих привлекает. Вот. И это будет цифровка, вот прям набрал, вот у тебя вываливается, что здесь, что с этим связано. Дальше переехал, вот, а что это место? Вот то, что вы говорите, вот легенды. То есть это будет в цифре все. Это они готовы сделать там уже к следующему сезону. Также в череде планов, от которых может выиграть республика, прямые авиарейсы в Ухту из Ханты-Мансийского города Советский и Екатеринбурга. Москва готова их просубсидировать, но только если республика возьмет на себя часть расходов. Причем открыть эти направления можно хоть завтра. Возможности недавно отремонтированного аэропорта это вполне позволяют. Авиакомпания «Северсталь» выразила для этого свою готовность. Роман Истомин, Николай Богданов, телеканал Юрган, Ухта.